Всем здравствуйте! Вы смотрите, мы вам покажем на телеканале Якутия 24. И мы с Марией Куницкой, художником-дизайнером, продолжаем творить чудеса, продолжаем шить, да? Хочу напомнить, что мы в прошлом выпуске сшили слоника. Он может служить в качестве игольницы, если сделать его побольше, он может превратиться в подушку и еще во что-нибудь, да, на все фантазия, как мы уже говорили. А сегодня мы будем шить сумку. Мы будем шить сумку, чтобы отказаться от пакетов, которые засоряют окружающую среду. Хозяйственная сумка. Можно сделать двусторонний, можно сделать односторонний. Значит, с ручками уже прямо в сумке. Я сделала заготовку из материала типа холст. Это холст, а это такой вот псевдохолст. Но это тоже натуральные материалы. Вот. Ручки будут обрабатываться сразу с двумя сторонами. В одном мы сделали прорезь, а вторые будем прорезать, когда прострочим. Вот. Сумка будет вот такая вот. Так. Сейчас мы начнем сострачивать ручки, а потом приступим к шву и к дну. Вот. Здесь нам необходимо будет приколоть, и прострачивать придется по отдельности ручки, потому что выворачивать будет с трудом возможно, если будут ручки обе прошиты. Значит, сначала мы отстрочим одну ручку, потом вывернем, отутюжим, сделаем строчку на 0,1. И застрочим вторую. Вот. Сейчас мы вот это вот будем выворачивать. Опять же вырезаем. Вот у нас получились ручки. Теперь смотри, нам нужно сделать так, чтобы вот у нас две ручки. Так вот мы несем. Теперь нам нужно сделать так, чтобы все швы, которые у нас есть, они были внутри. То есть мы подрезаем сумку, складываем ручки. Ручки у нас являются как бы отправной точкой, центровкой. Так, лучше с этой стороны подрезать. Да, так. Отутюживаем. У нас ткани плотные, такие хлопковые, холст, лен в составе. Немножко, по-моему, смесовый, потому что сейчас редко, когда чистый лен, там все равно добавляют какую-то натуральный, ниточку. Вот. И очень просто он утюжится получше. Так, вот мы подрезаем, выравнивая все такие. Потому что, когда делаешь ручку, вольно-невольно ткань немножко смещается. Хотя и закалывали мы, там где-то на 5 миллиметров, где-то на сантиметр. Все. Вот у нас мы выровняли. Теперь этот шов мы соединяем с верхней частью. Вот, делаем внутрь, лицом к лицу складываем и прострачиваем. Так, это у нас готова сумка сама. Нам осталось обработать верх косой бейкой и низ. Мы будем подворачивать такие уголки. Опять же, мы закрываем. Поскольку у нас открыт верх, у нас есть возможность полностью закрытыми швами все сделать. Но сначала нам нужно приутюжить все швы. Так, вот у нас готова сумка. Можно ее сделать вот такой вот. Здесь я не отстрачиваю, просто потому что не захотела. Так, опять приутюживаем. То есть вообще любое действие в шитье, утюжка, это как постоянное подспорье, оно помогает и выровнять шов, и справиться с какими-то неровностями. Утюжка – это великая вещь. Так, вот. Вот так. А можно сделать, опять же, каждый отдельно внутрь и внутрь его заправить. Я именно так сделаю, просто я сейчас заутюжу, чтобы было видно где уголок. Все. И то, и другое сейчас одновременно. И опять выворачиваем. И застрачиваем. Сразу отметим все 4 уголка. И на холсте, и на этом. И отстрочим.
дно. Ну все, теперь выворачиваем уже готовое дно и посмотрим, как у нас будет. Останется только закрыть верх. В принципе, можно обойтись без косой бейки и вот так вот сделать. Ну, заутюжить и одной строчкой можно сделать так, а можно... Ну, наверное, кстати, так и сделаем, не будем пользоваться косой бейкой. Так, ну вот сейчас я покажу. Вот у нас сумочка. Вот. Ее дно. Дно. Так, приутюживаем наш шов дна сумки. Так, здесь один. Второй уголок. Я, конечно, это, видите, все делаю без наметки, без этих самых, ну, потому что не первый раз я такие вещи делаю. Может быть, кому-то это покажется не очень правильным, но быстрая работа. Так, все. И вторая. Вторую нам придется здесь выворачивать. Вот у нас получилось внутренний срез внутри, уголок. Сейчас можно вывернуть, и будет ровно такая же сумка, как там. Сейчас сначала вот так сделаем. И теперь вот так. Сейчас я продемонстрирую. Показательно. Да, просто. показательно. Ага. То есть вот мы вкладываем туда. Все. Вот у нас такой вот сумец получился. Класс. И сейчас мы обработаем верх. Все-таки, наверное, закрытым швом. Так это проще и быстрее будет. Значит, мы сначала заутюжим одну сторону. Вот. Врежем лишние нитки. И приколем потом припуск. Где-то на 0,5, 0,7 где-то. Можно, очень многие, ну, любят, допустим, какие-то делать лейблы. Можно, сейчас очень много, прям изобилуют. Кстати, магазин всякими псевдолейблами или там какими-то handmade на коже. Можно раз и приделать, и будет такая штучка, как будто с какого-то фирменного магазина. Ну, на самом деле сейчас, если ты обращала внимание, очень многие топовые фирмы, они обращаются к шоперам, к таким простым. И в любом магазине можно увидеть просто шопер, который сделан из экоматериалов. Это не, как бы не новость уже. Сейчас, конечно, наверное, многое что можно купить. Люди, конечно, меньше стали шить. Ну, вот так вот, в общем плане. Раньше больше люди шили. Но на Западе, допустим, в Москве, в Питере, на Западе, на нашем имеется в виду, очень популярна вот вещь, которую ты сшил, и ты прямо ходишь и всем говоришь: да, это у меня, это я сшила. Это не достоинство, да, это да, очень люди с таким, потому что это как бы статусность какая-то. Не раньше говорю: ой, это я типа, это я сам шил. Там или мне кажется, сейчас у нас тоже такая есть. Ну да, у нас как бы тенденция такая проявляется. Увидишь красивое пальто, спросишь, где купила, а я сама сшила. А главное, какие материалы сейчас можно, боже. Причем они чего же, только нет. и такая расцветка, и фактурные материалы, и действительно тебе приснится какой-то цвет пальто или там куртки, и ты можешь прямо зайти в магазин, и ты этот цвет можешь найти. Вот, все, ребят, у нас остался один шов круговой, который замкнет нашу сумку. Вот. Все. Сейчас мы сколем и прострочим. Можно еще, допустим, пойти дальше, сделать велкро ленту взять, которая липучка, сделать маленький пад, и сумочка будет на застежке. То есть она будет скручиваться и где-то как в карманчик там какой-то укладываться. Можно и пришить карманы. Да, можно внутренний карман, можно, который одновременно будет и внутренним для снаружи, как. Можно, допустим, туда сделать цветной, а сюда холщовый. Ну, в общем, поиграть
фактурой, с цветом. Так, вот финишная прямая, и руки сами собой спешат. Ну, обычно это самое, когда так закалываешь что-то, ну, проверять. Можно там и булавку оставить, и какую-нибудь ерунду. Материал, да. Все. Теперь замыкаем. Замыкая круг. Все, у нас готово, да? Все, сумка готова. Последний приутюживаем, значит, шаг приутюжки ручки. И можно идти в магазин с теми 5000, которые мы зашили в слоник. За хлебом. За хлеб, на все 5000. За сахар. Гуляем на всю сотню. Все, вот она сумка, пожалуйста. И волшебным образом сумка, если вдруг тебе захотелось, чтобы сумка... О, как здорово. Да, мы берем опять худой, и у нас сумка вот такая. То есть, либо классно, светлая. классно. Да. Это когда надо мясо купить, если там, чтобы пятна, значит, у нас внутри мясо. Чтобы... Опять мы о мясе. В общем, вот, пожалуйста. И вот можно сюда, допустим, сделать лейбл. Сделано руками. Почему нет? Да. Ну, Маша, спасибо огромное. Спасибо тебе за твои потрясающие, интересные мастер-классы, вроде такие простые, но в то же время сложные, да. Я думаю, что зрители обязательно наши попробуют сделать и сумочку, и слоника, и подушечку, да. И я думаю, что мы обязательно еще с тобой увидимся в следующих эфирах. Обязательно. Да, и, кстати, в начале передачи я специально не указала размеры, потому что размеры берете свои. Я сделала 54 на 40. Можно же даже и шире сделать. Да, можно шире. Тогда нужно будет 4 ручки. И 4 руки. И 4 руки. Маш, Прикинь, ручка, это сумка для 4 рук. Маш, спасибо большое. С вами, дорогие телезрители, мы прощаемся до следующих выпусков. Оставайтесь с нами, смотрите наши эфиры и оставайтесь на телеканале Якутия 24. Всего доброго. Дорогие друзья, мы находимся в гостях у известного мастера не только у нас в республике, но и в России. Это Саргылана Миронова. Сегодня она нас познакомит с одним из направлений своей работы. Саргылана, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, сегодня мы будем изготавливать цепочку для очков. Очки мы декорируем не только для того, чтобы подчеркнуть свой стиль, свою индивидуальность, но и добавить нашим очкам функциональности. Так ведь? Ну да. Из чего выполняют цепочки сегодня? Скажите, из каких материалов вы изготавливаете свои цепочки? Цепочки. Я, как начала увлекаться вот именно бисером, да, сначала у меня были именно украшения национальные, да, в якутском стиле. Потом я познакомилась вот именно бисером, бисероплетением, вышивкой бисером с помощью еще с использованием крошек натуральных камней и сколов. И потом вот как-то пришла идея, что его можно использовать, сделать вещь полезную и при этом нужную еще и стильную, вот как цепочка. Вот тут обсидиан есть, розовый кварц есть, аквамарин есть, вот это коричневый авантюрин, тут тигровый глаз. И вот это сахарный кварц, тут даже есть, да, вот эти бусинки. Разноцветие. И перламутр, тоже зеленый, синий, Но вы как натуральный. хозяйка Медной горы. А с чего мы начинаем? Какие инструменты нам необходимы для того, чтобы изготовить вот такую вот цепочку для очков? Сегодня я хочу поделиться, покажу, да, вот что нам нужно и как получается, как это
ну, такая цепочка. Вот решила сегодня вот это аметист, сиреневатый, цвет сезона, можно сказать, да? Да, Бери-пери. очень модно. Да. И поэтому я подобрала соответствующий бисер. Бисер у меня чешский и японский, да? И нужно взять именно разного размера и разной фактуры. Потому что бисер бывает прозрачный, либо матовый, либо вот изнутри светящийся, да, ну вот как бы с блеском. Вот это у меня 6-й размер, 6. Вот это вот как бы, ну, по тону подходящий нужно подобрать. Это прозрачный, но он как бы с оттенком сиреневого, тоже красивого. Размер какой? Размер тут 10-й. Вот эта 6 крупный, потому что нужно вот, чтобы он, если разный размер бисерин, он смотрится намного интересней. А вот мне интересно, вот раз 10, есть у вас вот это 6-й размер, да, вы сказали? 10, 6. А как вот на одну нить можно нанизать и камень? У них же все отверстия разные. Как вот в Ну, этом? примерно они одинаковые, да, и специальная иголка для бисера и мононить. Покажу, туда все пролезает. Вот такой вот ассорти делаем, то есть все высыпаем, ну, вот, Смешиваем. да, немножко, не так много, смешиваем, вот так вот смешиваем, чтобы вот тут еще, что мне нравится, да, вот когда мы нанизываем на нить, там буквально вот происходит этот, ну, как попадется, никаких правил, то есть как бы полная импровизация. И начнем. Значит, вот сделали ассорти. Берем мононить, иголку, Какого вставляем. размера у нас будет наша цепочка? Ну, стандартно это где-то 74 сантиметра. Не очень длинная, ну, как бы. А где-то я читала, что метр нужен. Ой, Слишком метр это длинный, да? слишком будет. Неудобно будет. Неудобно. Вот у меня 74. То есть на уровне Мне кажется, груди. самое нормальное, да. Зачем вот так сильно? Вот. Неудобно будет мешать. Да, нанизываем, ну и вдеваем вот этот мононить и не отрываем. Так, берем и вот прямо начинаем просто вот нанизывать, да, как попадется. 3-4 сантиметра. Прямо вот так вот делаем. Что попадется, Да, то и что берем. попадется, то и берем. Ой, Там не как надо интересно. сидеть, там считать, там Какая еще что-то. технология. Да, тут вот могут и рядом одинаковые, могут и разные, ничего страшного. Ну, как, Да, в общем, так вот распорядилась вдеваем. Да. Вселенная, так мы и берем. Вот 3-4 сантиметра и берем камешек. Тут они с дырочкой. Вот так вот. Ну надо же. Вот. Вот удивительно, что И размер опять вот у так. бисеринок у всех разный. Да. И 6 есть. И вот дырочка 50. при этом, да, попадает. Да. Да. Все-таки действительно, оказывается, иголочка для бисера, она Вот. очень такая. Вот как попалось, да, вот. Абсолютно вот хаотично, как попалось, так и идет. Вот этим, наоборот, он как бы вот так вот. А вы работали раньше где-то на предприятии, да? А потом Да. все-таки ушли вообще в сферу творчества. Почему так произошло? Ну, я по специальности говорила, да, уже я математик. В школе работала у себя в Сунтаре, в селе Эльгей. 9 лет работала в школе математиком. Потом переехала в город, это 90-е годы уже. Переехала в город, и тут я получила вторую специальность и устроилась работать в страховой сфере. Вот. И работала больше 20 лет, по-моему, да, в страховой сфере, разных страховых компаниях, начиная от НСК «Аргос», Росгосстрах, да, потом в «Аргосмедстрахе» я работала и в «Стерхе». Вот. Потом, ну, после того, как, ну, это года, вот как раз перед пандемией, да, ага, у нас вот и по работе, ну, как бы предприятие,
ну, начались определенные обстоятельства, и ну, и я так подумала, чем дальше. Ну, мне уже, я пенсионер давно, и так подумала, как-то в один прекрасный день пришло такое решение, что мне надо, ну, как бы уйти, хватит работать, решила заняться своим делом. Не стала искать работу, хотя у меня ребенок маленький, да, как бы постоянный доход нужен, но почему-то вот Всё-таки пришло вы такое решили. решение, и как-то все прояснилось, и успокоилась. Я не стала там дергаться, что-то искать другое предприятие, хотя с моим резюме я бы могла найти. Вот, и решила заняться, как бы, я вот не думала, что я вот сразу буду вот только творчеством, потому что на одном творчестве далеко не уедешь, но как-то так само пошло. Потом как раз началась пандемия, вот, и, в общем, ну, 2 месяца, да, вот после работы, после того, как я ушла с работы. Раньше-то я вот, ну, всю свою сознательную жизнь работала, получается, там, от и до, от звонка до звонка. Домой приходила в 7 лучшем случае, иногда, ну, 8. Вот, и после, вот ушла, 2 месяца дома посидела, мне очень понравилось, какая-то свобода, отдохнула, и более вот плотно решила начать заниматься вот как бы бисером, кроме вязания, творчеством. Прошла курсы разные, да, обучающие курсы через интернет. Ну, кроме этого, так как я вот математики, еще у меня высшее финансовое образование, я финансами своими личными решила там заняться, да, то есть финансовая грамотность, и тут как-то... в наше время это очень Да, очень актуально. Я свои доходы, расходы посчитала, какие у меня доходы, какие расходы, что еще можно сделать. И Где можно как-то да, ужаться, да, что-то да, как-то да, да, сэкономить. где-то экономить, чтобы расходы уменьшились, доходы-то не увеличиваются, когда уходишь с работы, Ну да, да. но в принципе я так посмотрела, справились. время такое, что как раз пандемия, да, там онлайн, там очень много можно и самому учиться, и обучать. Почему нет, да, и я решила над своим контентом поработать. Вот. И я, кроме вот бисера, занимаюсь, ну, вот как бы вяжу много. Это мое первое увлечение. Вот. И параллельно я начала заниматься инвестированием. Изучила, что такое инвестиции. Ой, Вот. ну для кого-то это еще такой темный Да, лес. да. Это достаточно интересно, да? Очень и интересно, и полезное я обучилась умение. тоже, да. И через биржу спокойно сейчас. Ну, вот спокойно до определенных обстоятельств. Вот недавно у нас произошли события, никто не ожидал, да? До этого я через биржу покупала, Ну, продавала все устаканится. ценные бумаги на фондовой бирже. Вот, работаю и параллельно сижу на бирже. То есть как бы вот так вот это как бы это проходит мое время, Вы и занимаетесь и творчеством, и одновременно я не выкапываете работающий себя. пенсионер, но и как бы творчество, и плюс еще инвестированием занимаюсь. То есть времени у меня, могу сказать, ни на что не хватает. Ну, надо же. Полностью, При этом, да? да, полностью я занятый человек, можно сказать. Ну все, вот и всё. достаточно. Вот мы набрали примерно 70 сантиметров. Ну, даже Вот больше. такая у нас получилась Да. линия. Вот вытаскиваем Ниточку, иголочку, берем тоненький крючок, берем карабинчик, ну, нормально, пролезает. Главное, что пролезал. Кончик У карабинчика мононити. отверстие маленькое. Тут оставляем сантиметров 20, чтобы потом кончик спрятать. Тут ничего сложного нет. Ну, наверное, да. Каждая хозяйка хоть раз в жизни наверняка держала в руках крючок. Да. Вязальный крючочек. Делаем цепочку. Тут тоже можно вот
4 штучки взять. Мгм. Как бы мы идем назад, Можно Да? 3, да. вывязываем, то есть провязываем закрепляем Закрепляем. карабин, чтобы он Закрепили и начинаем уже вязать цепь. саму цепь, да? Да, Ага. вот я уже начала, да. Ага. Вот. Тут тоже нету правил. Вот можно Можно 3 два штуки, камешка, можно да. Можно 3 захватить бисеринки, 3. да. Когда крупная, А когда можно крупный, одну. да, когда крупный, наверное, все-таки одну нужно, да? Да. Вот И вот она как. какая-то, вот видите, она То есть воздушная вы, да, получается. здорово. То есть важно не только собрать, но еще и провязать эту цепочку, как бы, и всю вот до конца назад мы провязываем, да? Да. Ну, до того размера, до нужного размера, да, Ну, а там, мы в сказали, что сантиметрах. нужный размер, это у нас где-то примерно 70 сантиметров. Да, Ну, это 70, и для 75. мужчин, и для женщин, да, примерно, ну, как одинаково, да? Ну, мужчины Независимо вряд ли от- будут такое носить, но... Ну, а, почему нет? Да нет, это, мне кажется, Чисто чисто женское женская украшение. история, Это, да? это как украшение, я Мгм. считаю. Нет, ну мужчины Аксессуар ведь носят, мужчины как носят из украшение. золота, из какого-то грубого такого вот Ну да, серебряные и цепи могут, да, из да, вот. серебра Да, цепочки. Ну, да. там нельзя сказать, что это цепочка, но это прям цепь буквально у мужчин, она такая брутальная, да? Да. Вот. А такие вот изящные вещи, да, конечно, это все-таки Вот для когда девушек, для несколько штук, да, вот, допустим, бисеринок, Мгм. так вот подводим. Особенно это здорово, когда вот наступает лето, Да, когда вот мы сейчас носим сезон уже не обычные наступает. очки, а носим Солнцезащитные. солнцезащитные очки. Поэтому для солнцезащитных очков это всегда проблема. Где же у меня этот футляр? Вот чтобы этот футляр с собой не носить, лишние, так сказать, граммы какие-то, да, в своей сумочке, в дамской, а можно вот использовать просто вот эту цепочку, и это очень функционально и удобно. Вот этот камень, да, Мгм. натуральный, мы вот закрепили, Мгм. и вот так вот получается. Мгм. Дорогие друзья, ну вот смотрите, за наш мастер-класс, за одну программу мы изготовили, наша мастерица показала нам, как можно изготовить вот такую цепочку для своих очков. Сделать это оказалось достаточно просто. Необходимое для такого вот вида работы, что нужно для этого? Терпение, желание, ну и капельку фантазии. Пробуем?